Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа «Архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа». Сегодня мы поговорим о значимом событии в истории Ингушетии – открытии первой светской Назрановской горской школы. Это учебное заведение стало настоящим символом просвещения и культурного возрождения для нашего народа. Наш гость, исследователь и краевед Берснако Газиков, поделится с нами увлекательными фактами о том, как эта школа изменила судьбы многих поколений ингушей. Приветствую вас. Берснако Джабраилович, во второй половине XIX века в крепости Назрань открывается первая светская горская школа. Какие факторы способствовали ее открытию? Дело в том, что ингуши жаждали очень знаний. Народ постоянно обращался к тогдашнему руководству Тирской области с просьбой открыть школы, потому что тяга жителей, тяга людей к просвещению была такой большой, что постоянно люди обращались и просили руководство, начальства открыть Назране горскую школу. И первым человеком, который отреагировал на это, был начальник Ингушевского округа, полковник Нурит. И это было в 1864 году. Обращения были, все, и в конце концов, в 1868 году, 14 февраля, в Назране открылась горская школа. Надо сказать, что при строительстве школы люди говорили о том, что мы готовы на все затраты, готовы обеспечить строительство школы всем необходимым. То есть местные жители, да, Ингушетии? Местные жители, да. И причем собрали средства, сами собрали средства. И привезли все, что необходимо было. В данном случае имеется в виду строительные материалы. Надо было обеспечить всем необходимым. И действительно, люди отозвались на все это, собрали средства, и оставалось только ждать, когда будет приказ об основании школы. И действительно это событие состоялось. Мы в архивах работали и нашли ряд материалов, в частности, в газете «Терские ведомости». Мы заметили 3 публикации на эту тему. И кроме того, мы работали в Тбилиси, в архиве, и нашли материалы, связанные с основанием школы, то есть это документы. И в этих документах там был план школы, и смотрите, в одно издание Назранской горской школы. В газетах, которые того времени, описываются все события. Например, в газете «Терские ведомости», здесь статья называется «Открытие Назрановского двухклассного училища для приходящих мальчиков». Дело в том, что когда школу открыли, То есть школа была двухклассной, да? Это подготовительный и первый класс, насколько мне известно. Двухклассная была, но желающих записаться в школу было очень много. И действительно, не все смогли это сделать. И особенно здесь была такой, надо сказать здесь о людях, которые способствовали. Это, как пишут в документах, в материалах, это майор Базоркин, это Зортов Муртуз, это Курас Мальсагов. Это люди, которые способствовали открытию этой школы. Но народ отозвался, все это собрали средства, школа открылась. И туда приходили мальчики не только из ближайших селений, но и даже из далеких. И автор пишет там, что один мальчик на протяжении целого года приходил в школу и не опаздывал, и не пропустил ни одно занятие, но приходил он за 10 верст. То есть за 10 верст он каждый день приходил. И особенность школы была в чем? Дело в том, что население, которое было здесь, все было ингушское. То есть в школе обучались исключительно на русском языке, юноши, представители нашего народа? Да. И дело в том, что придя в школу, мальчики еще не знали русского языка. И им приходилось учить. Тем более, если бы были, скажем, там сверстники русские, то они могли бы в процессе разговора, это как раз отмечается в материалах, а так им приходилось заучивать уроки, и причем, пишут в своих выступлениях, ребята очень хорошо усваивали.
и настолько хорошо усваивали, что через какое-то время, значит, уже некоторых учеников рекомендовали уже в Владикавказское реальное училище. Смотрите, вот статья, несколько слов о Назранской горской школе. Эту статью написал Адильгерей Далгиев, который несколько месяцев работал в этой школе. То есть он являлся учителем? Учителем, да. Затем, значит, мы как-то хотели побольше собрать материала, и обратились мы, вот нашло такие издания, как «Кавказский календарь» на 1869 год. Это, как сказать, первое, так сказать, упоминание уже в календаре Назранской горской школы. И здесь, в этом издании, вот есть, вот смотрите, вот окружные училища, здесь отмечена Назранская горская школа. И вот в это сказано, что здесь, вот я зачитать хотел, Назранская горская начальная школа, попечитель начальник Ингушского округа полковник Морозов, исполняющий делами смотритель, учитель наук Начальской школы Протопопов и исполняющий делами учебного мусульманского закона мулла Абдул-Вагаб Куразов. Это вот первые работники, учителя вот этой школы. Затем уже позже мы видим, что в этой школе работают многие другие люди. Тут работает преподаватель закона Божьего Минга Хаджи Альтемиров, Бейсултан Зязиков и Эльджи Саутиев, также Бибир Картуев, затем работал Горчханов. То есть это люди, которые на протяжении существования этой школы, вот, которые работали в этой школе и преподавали там. И надо сказать, что отметил Назранскую школу и наш великий этнограф Чах Ахриев. Открытие школы было настолько значимым событием в истории ингушского народа, что люди обрадовались, и с одной стороны эта школа, она являлась кузницей кадров, кузницей, а вот многие, мы потом покажем эти материалы, вот здесь учились те люди учениками вот первого-второго класса, так сказать, а затем они стали крупными деятелями. Вот, поэтому и еще хотел отметить, что здесь у нас есть материал о том, что в 1882 году в Москве состоялась выставка, и вот на этой выставке были продемонстрированы изделия, сделанные в Назранской школе. Это мебель, это стол, стулья и так далее. Вот, настолько они были хорошо исполнены, что заслужили, так сказать, право быть представленными на выставке московской. А какие предметы преподавались в школе? В школе преподавались разные предметы, но в основном задача заключалась научить читать и писать. Адильгерей Далгиев, он отмечает, что несмотря на то, что не было возможности изучать русский язык вне школы, то знания, которые демонстрировали ученики, были очень высокие. Вот, люди хотели учиться. И надо сказать, что вот это открытие Назранской школы, затем оно настолько стало, были видны плоды этой работы, этой школы, что позже жители уже стали обращаться из других селений, открыть в других селениях. Вот. Позже были открыты другие школы, чуть позже, конечно. Вот мы, когда говорим об открытии школы, мы хотели рассказать о работниках. Вот смотрите, это Адильгерей Далгиев, который работал в этой школе. Учитывая, что они были преподавателями и беспокоились за народ, за то, чтобы народ был просвещен, дело в том, что они передали свои знания и своим потомкам, своим детям. И поэтому многие вот дети Менги Хаджи стали крупными деятелями ингушского народа. Что касается Бейсултана Зязикова, то сын его, Идрис, был первым руководителем Ингушской автономной области. Что касается Эльджи Саутиева, то два его сына, Осман и Эльберт, были офицерами царской армии. Они дали много хорошее воспитание, и благодаря тому, что была открыта школа, получили образование, и это дало им в жизни заряд, и они, значит, как бы сказать, основываясь вот на этих знаниях первых своих, смогли в жизни своей достичь высоких результатов. А был какой-то специальный отбор на поступление в школу? Или это только касалось близлежащих сел? То есть нет, детей было много, а желающих... Там конкурс был, там большой конкурс, там они пишут, что там надо было
где-то 60 с чем-то человек, 66, по-моему, надо было, только можно было набрать, а желающих было более 200 человек. То есть набор был очень большой, и люди очень хотели учиться. А известно, как проходил отбор? Нет, мне неизвестно, но дело в том, что, видимо, там отбирали по разным причинам, не знаю, но факт, что те счастливчики, которые поступили, те, значит, хорошо учились, очень хорошо учились. И известно, что в школу поступили две девочки. Это позже. Как это произошло? То есть позже школа получилось. исключительно Дело в для том, мальчиков? что, В виде исключения, да? Ну да, это они, ну тоже, я имею в виду, и девочки тоже тянулись к учебе. Но понятно, что в то время были определенные условия, в которых девочки не очень могли заниматься в школе, но было и такое. Говоря вот о школе, да, я хотел бы здесь просто показать один очень редкий документ. Это редкий документ, это памяти Александра Сергеевича Пушкина. Это к столетию Пушкина, 1899 год. И вот в этом году во всех школах России в то время проводились различные мероприятия, связанные со столетием Александра Сергеевича Пушкина, поэта. И проходило это мероприятие также и в Назрановской школе. Это, получается, программа, да? Это программа, по которой учились. Но смотрите, я просто зачитаю здесь, смотрите. Назрановская горская школа, программа празднеств 26 и 28 мая. Утром 26 мая. Первое. Моление за усопшего раба Божия Александра совершил законоучитель мусульманского закона Мингаль Темиров. Биография Пушкина прочитал учитель Агафошкин. Птичка прочел ученик второго отделения Горчханов Хаджи Мурат. Два ворона прошли ученики второго отделения Долтмурзеев Бексултан, Альтемиров Магомед и Шадыжев Берса. «Русская зима» прочитал ученик второго отделения Измайлов Алхаст. Потом «Зимняя дорога» исполняет хор. «Печальный конь» прочитал ученик третьего отделения Долтмурзеев Бекмурза. «Вурдалак» прочитал ученик третьего отделения Барахоев Газмагама. «Утопленник» прочитал ученик третьего отделения Плавинский Эдуард. Затем «Зимний вечер» исполнил хор. «Казак» прочитал ученик первого класса Катиев Бексултан. «Зима» прочитал ученик первого класса Катиев Магомед. «Наступление весны» прочитал ученик первого класса Париев Доха. «Основание Петербурга» прочитал ученик первого класса Альтемира Магомед Мирза. Затем «Славься, славься, наш русский царь» исполнил хор. Моление за царя и отечество совершил на арабском языке законоучитель Мингаль Темиров. Затем гимн «Боже, царя храни» исполнил хор. Раздача ученикам книг, портретов и лакомств. Вечером 27 мая туманные картины, относящиеся к событиям из жизни Александра Сергеевича Пушкина и его произведениям. Чтение сказки о рыбаке и рыбке с туманными картинами и сожжение фейерверка. Вот такой праздник был в школе, посвященный великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Но здесь я прочитал, когда эти имена, вот, которые здесь написаны, и вот представьте себе, кто это такие. Вот. Горчханов Хаджи Мурат позже стал заведующим Костековским училищем. Альтемировы, у Минги Альтемира было несколько сыновей. В данном случае Магомед, это позже он стал членом ЦИК. Вот в 2020 году, в 2019 году членом ЦИК был. Шадыжев Берса – это студент, который учился позже в Петербурге, затем он был в Баку. Что касается Измайлов Алхаст, это офицер Дунайской армии, вот служил. Затем мы видим Катиев Бексултан. Это позже он стал приставом станицы Ессентукской. Позже уехал в Турцию и там писал разные статьи под именем Батархан. Затем здесь идет ученик Катиев Магомед. Это Магомед Чариевич Катиев, который позже стал учителем и тоже оказался в эмиграции в Турции и известен нам своими публикациями. Вот. Альтемиру Магомед Мирза – это крупный работник это Ингушской автономной области. Вот. То есть мы видим эти студенты, ну как бы ученики первого, второго класса,
которые начали свое обучение в Назрановской школе, затем выросли в крупных деятелей ингушского народа. То есть мы тем самым как бы видим, что учеба, проведенная в Назрановской школе, дала им в жизни свет в жизнь. То есть это люди, которые затем, как бы сказать, развили, продолжили свое образование в других местах и поступили на службу и были, значит, крупными деятелями нашего народа. Представьте себе, что в классе нет людей, владеющих русским языком, в смысле учеников, я имею в виду, среди учеников. И вот учиться грамоте – это очень сложно. А ингушский язык преподавался в школе? Ингушский нет, но дело в том, что преподавался арабский язык, он преподавался на ингушском языке, в смысле с использованием ингушского языка. Все эти наши учителя получили в свое время награды, серебряные награды от Российской империи за свою работу. Но я хотел здесь отметить следующее, что мне было интересно, как бы сказать, наблюдать за работой Менгея Альтемирова. И вот как-то было это давно, очень, в 90-х годах, мы были в гостях у нашего известного писателя Салмана Азиева, вот, и ему было около 100 лет, и мне было просто интересно спросить, а знали ли вы Менгу Альтемирова? Мне было интересно, потому что Менга Альтемиров – это человек, который в основном жил в XIX веке, преподавал, и мне было интересно, знал ли он его. А он, значит, затем ответил, что он не только знал, что я учился у него. Оказалось, что когда уже Менга Альтемиров был в возрасте, в большом возрасте, то, будучи еще мальчиком, Салман Азиев начинал свое, значит, изучение арабского языка как раз у Менги Альтемирова. Мы видим, какой результат был. Вот. И в свое время, позже, там есть сведения в документах, что они уже не только там двухклассные, а уже четырехклассные. Вот. Потом, значит, были просьбы здесь ввести иностранные предметы. То есть школа росла, и по мере роста ее, значит, уже люди владели хорошо русским языком в это время, вот, и шло развитие. То есть количество учащихся со временем увеличивалось, да, позволяло? Увеличивалось, да. А как долго просуществовала школа? Ну, школа существовала до советской власти. Единственное, что удручает, что школа не сохранилась. Если бы эта школа существовала бы сегодня, я имею в виду, это был бы прекрасный пример для экскурсий, для того, чтобы рассказать обо всем этом. Можно было бы в этой школе, если она была бы, открывать музей, да, там, собрать все вот эти предметы, вещи. Вот поэтому жаль, что не сохранилось. Это касается, может быть, не только школы, надо вообще все, что связано с историей народа, сохранять надо. Потому что во всем мире люди стараются сохранить те старые, вот видите, вот в Москве, в Петербурге все поставлено даже под охрану государства. То есть это нужно сохранять для потомков. Пресноков Джабраилович, благодарим вас, что пришли. Спасибо за увлекательный рассказ. Спасибо. История Назрановской горской школы продолжает оставаться актуальной и в наши дни, вдохновляя нас на дальнейшее развитие образования в регионе. А мы надеемся, что сегодняшний выпуск помог вам лучше понять значение этого исторического события. С вами были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа. До новых встреч!